Китай является одной из стран, которые вкладывают огромные средства в генетические исследования. Коммунистическая партия Китая использует миллиарды долларов не на благо человечества, а для преступлений и геноцида. Австралийский институт стратегической политики опубликовал доклад под названием «Генетическое наблюдение», в котором рассматривается сбор ДНК жителей уйгурского региона, лагеря перевоспитания, трудовая эксплуатация и нарушения прав человека, совершенные Китаем. Начиная с 2013 года система сбора ДНК, запущенная в целях искоренения преступности, начала использоваться для контроля тибетцев, уйгуров и других тюрков. К 2017 году эти исследования были ускорены и опробованы на других регионах. Китайское правительство оказывает огромную поддержку технологическим компаниям. Новая система сбора ДНК, названная YSTR, анализирует последовательность ДНК, которая встречается исключительно в мужской хромосоме Y. Китай планирует создать генетическую карту региона при помощи данных, собранных у мужчин. Глава Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Трампу неуместно хранить молчание о нарушениях прав человека в отношении уйгуров, опасаясь экономических последствий. Если Америка не будет говорить о правах человека из-за коммерческих опасений, тогда мы потеряем наше моральное превосходство в области прав человека, сказала Пелоси. Подчеркнув, что рассматриваемый подход является неприемлемым, Пелоси заявила, что подписание экономического соглашения вопреки грубейшим нарушениям прав человека в уйгурском регионе шокирует. Стало известно, что президент США Дональд Трамп решил отложить санкции против китайских чиновников, виновных в преступлениях против народа уйгурского региона. Отметив, что до подписания торгового соглашения с Пекином остались считанные дни, Трамп заявил, что выгодную сделку, которая составит 250 миллиардов долларов, может сорвать уйгурский законопроект, предусматривающий санкции в отношении некоторых китайских чиновников. Именно поэтому Трамп считает, что необходимо отложить данный вопрос, сообщает сайт American Axios. Военные Индии и Китая договорились принять меры по снижению напряженности на границе. 22 июня представители командования Китая и Индии в приграничной полосе провели вторую встречу после инцидента 15 июня в долине Галван, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Джао Лидзян. По его словам, проведение этой встречи демонстрирует надежду обеих сторон на урегулирование разногласий путем диалога и консультаций, желание взять под контроль ситуацию и разрядить обстановку. В свою очередь, индийская сторона сообщила, что переговоры в Ладакхе прошли в теплой, позитивной и конструктивной атмосфере. Отмечается, что участники переговоров достигли взаимного консенсуса в отношении разъединения сил в долине Гальван. США внесли в Совет Безопасности ООН резолюцию о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану. Документ предполагает запрет на продажу, передачу и поставку Тегерану вооружения и сопутствующих материалов. Согласно совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, срок действия ограничительной меры истекает в октябре. Проект также предусматривает проведение инспекций на судах, направляющихся в Иран. Твиттер отметил сообщение президента США Дональда Трампа о событиях в Вашингтоне, округ Колумбия, как содержащие угрозу людям. Твит скрыт в ленте со специальным предупреждением. Прошлой ночью Трамп осудил действия протестующих, которые попытались снести статую президента Эндрю Джексона в парке Лафайет перед Белым домом. Участники демонстраций против полицейского насилия, которые охватили многие города США, объявили один из центральных районов Вашингтона автономной зоной. В Вашингтоне никогда не будет автономной зоны, пока я ваш президент. Если они попытаются сделать это, то встретят серьезную силу, написал Трамп в Твиттере.